Новогоднее обращение Путина к россиянам оказалось смонтировано из архивных кадров. На это обратил внимание дизайнер Константин Коновалов. Да, это тот самый Коновалов, который разрабатывает новые схемы московского метро, которому Путина-охранители сломали ногу при задержании незадолго до акции протеста у мэрии Москвы 27 июля 2019 года. Из приведенных им фотографий следует, что съемка собора Василия Блаженного на Красной площади была сделана еще в 2020 году. Кадры башен Кремля также присутствовали на прошлогодней съемке. Также были использованы архивные съемки Кремля и прилегающих к нему площадей. В итоге оказалось, что свежим из новогоднего обращения Путина стало только непосредственно само обращение. Но и это не точно. В Твиттере Коновалов написал: «Глянул прошлогодние года, и оказалось, что и снежные кадры тоже не свежие, а уже несколько лет показываются. В этом году вообще ничего не снимали, а собрали полностью из старых кадров». Застой даже в таких мелочах. Любой видеопродакшн бесплатно бы классно снял этот ролик просто для портфолио. Но чуваки делают откровенную халтуру из старых кадров. Отдельно смешно, что сейчас можно красиво снять с дронов динамические кадры, но это бесполетная зона ФСО. Кругом обман. Вы заметили, что в ролике с курантами в этом году Москва лишь в нескольких кадрах в снегу. Дело в том, что в этом году запустили тот же ролик, что и в прошлом, просто добавив несколько новых кадров со снегом для разнообразия, написал Константин Коновалов. Все говорит о том, что видео поздравления Путина записывалось на хромакее. Это уже полностью доказанный факт и очевидно в его бункере. Иначе какой смысл ему было вылазить самому, ставить на улице хромакей, если на улице можно было и без него снимать реальные кадры? Престарелый тиран из соображения безопасности своей шкурки лишний раз на поверхность не вылазит. Кстати, вы заметили, что из него шел пар? Это не настоящий пар, наложенный компьютерной программой. Все сделано для того, чтобы показать, что Путин стоит на морозе, без шапки, не боясь заболеть. И это неспроста. На 22-м году непрерывной лжи деда потянуло к реализму и достоверности, поближе к массам, к нищете, голоду и холоду. Но эта новая эстетика под названием «свой в доску» не от хорошей жизни. Единение с народом дается тяжело, потому что мало кто ему верит. И даже в этой имитации продрогшего Путина сквозит не от холода, а от страха. Многие заметили, что у деда нереально распух живот. Либо он обожрался новогоднего оливье не в меру, либо, что более вероятно, в этот раз нацепил уже не один, а 2 бронежилета. И это уже совсем не тот человек, который, например, проводил конференцию 23 декабря, или который выходил раньше на другие встречи и совещания. Ну не было такого живота у того другого Путина, который выходил к микрофону на всяких встречах. Пуговка на пальто того и гляди отлетит. Да и лицо тоже какое-то другое, гладкое и довольно симметричное, как блин какое-то, что тоже не соответствует последним кадрам с разных встреч. Похоже, с ботоксом в этот раз очень сильно переборщили. Вот так Путин стал ходить с бронежилетом уже и в бункере. Что это, если не страх? Почему он не может выйти на площадь к своему народу и высказать свои пожелания в лучах народной любви? Ведь нам говорят, что рейтинг его 146%, и даже еще немного подрос после его недавней пресс-конференции. Но нет, он не выйдет. Путин знает, что его ненавидят. Ненавидит как сам народ, так и многие его придворные прислужники и приближенные, иначе такого идиотизма он бы не устраивал. Что у него выпирает из-под одежды? Из него уже делают Дарта Вейдера, навешивая системы жизнеобеспечения под бронепальто. Уверен, что лет через 10 мы будем видеть только его фотоизображение лица и слышать голос, а его тушка будет покоиться в бункере в саркофаге, подключенная разными трубками к системам, поддерживающим его жизнь. Так же, как у мистера Хауса в Fallout New Vegas. А когда Путин окончательно испустит дух, то продолжатели путинизма, детки основателей ОПГ Озера,
будут еще лет 10 нам делать нарезки его голоса из старых записей, как делают это уже сейчас с видеофоном его новогоднего поздравления. А ведь мог бы просто тост произнести из своего рабочего кабинета, но боится, что люди могут не понять, ведь он давно стал заложником своего ритуала и каждый год вынужден сниматься на фоне Кремля якобы на улице. Вот так садишься за новогодний стол, и в самый разгар празднования заявляется вот такое некое официальное лицо в бронежилете, с системами жизнеобеспечения, с обращением, записанным в бункере на Хромакее на фоне прошлогодних кадров Кремля. И натужно задвигает что-то про небывалые свершения, трудные времена и свет в конце тоннеля. Вся эта унылая содержательная часть проходит мимо ушей. Хочется, чтобы это лицо побыстрее закруглилось. В общем, формат явно не праздничный, но он уже превратился в ритуал, в элемент стабильности и в скрепу. А потому это убогое зрелище так и остается неизменным. Деревянное лицо, пустые слова и замогильные фанфары. Весь комплект не в тему. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. И почему мы удивляемся, что Путин третий десяток лет сидит, сцепившись крючьями в кресло? Да вот поэтому. Начните с себя, перестаньте смотреть его новогоднее обращение. Ведь тем самым вы в очередной раз подтверждаете его легитимность для себя, для членов своей семьи, для детей, как подрастающего следующего поколения, что Путин – это президент, что мы с затаенным дыханием слушаем всей страной его речи, что он нам каждый год без 5 полночь, как предвестник светлого всенародного праздника. Не понимая, что это человек, который возродил фашизм в самой извращенной его форме, устроил геноцид российского народа, который грабит и угнетает его уже почти четверть века и добровольно прекращать это делать не собирается. Путин постоянно врет, постоянно, даже тогда, когда это и не требуется. Он уже не может не жить в своей постоянной лжи, которая часто всплывает наружу. Нет, это не президент, это пугало, помесь Петрушки с компьютерной анимацией, поздравляющий созданную им фейковую страну без гимна и флага. Это полудохлая тушка, обнуленная на всю голову от шизофрении хромой утки. После этого новогоднего обращения россиянам он стал еще более жалок и еще более противен.